Рекордный удар. Россияне атаковали Киев, наступление близится к финалу, Путин делает заявление о планах Москвы, а у Трампа анонсирует исход боевых действий со дня на день. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Цифры завышены и не совпадают. Трампа подловили на лжи. Как президент США дорисовал Америке миллиардные расходы. Что известно о его деле с Зеленским и Путиным? РФ устроила самую масштабную атаку Украины за все время Большой войны и накануне третьей годовщины. Целью вновь стал Киев. Путин пожимает руку якуту, который убил украинского военного в рукопашном бою. Новое заявление Кремля. Москва перекладывает ответственность на Бога. Детали. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Армия оккупантов отмечает свой День защитника Отечества террором Украины. В Киеве, говорят, такого не было за все годы войны. Россия запустила одновременно 267 дронов типа «Шахед». Раи ударных БПЛА налетели на страну со стороны Орла, Брянска, Курска, Шаталова, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из Крыма. Кроме того, с территории полуострова были выпущены еще и 3 баллистические ракеты «Искандер». Об этом сообщают воздушные силы Украины. Подтверждено. Сбитие 138 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Украинские военные уверяют, что из огромного количества дронов 119 были беспилотниками-имитаторами, которые были локационно потеряны без негативных последствий. 3 таких БПЛА полетели в сторону Беларуси, а 1 вернулся обратно на родину, в Россию. В Украине повреждения все же есть. В Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Запорожской областях, а также в Киевской и в украинской столице. На нее россияне направили десятки своих дронов. Российское наступление близится к своему финалу. О конечной стадии продвижения россиян на линии фронта пишет Forbes и уточняет, что только лишь американское вмешательство против Украины может изменить пошатнувшееся положение армии Путина. Издание уточняет, что наступление россиян длилось в течение целого года после захвата Авдеевки и двигалось в сторону города-крепости Покровск, который находится в 60 километрах от той самой Авдеевки. Приближение к этому городу стоило россиянам больших потерь. Речь о десятках тысяч солдат и не менее 2500 единиц техники, в том числе и танках Т-80. Потери украинцев тоже большие, но намного меньше, в частности, в 3 раза, чем у россиян, уточняет Forbes. По данным издания, потери России сейчас и отражаются на дальнейших операциях оккупантов. Они не могут окружить Покровск и погрязли в проблемах. Очевидно, что для военных усилий России не является хорошей новостью то, что одно из ее главных наступательных направлений теряет обороты. Для русских хорошей новостью является то, что их командиры готовы и способны адаптироваться к меняющимся условиям. Адаптация является ключевым фактором для обеих сторон, поскольку война продолжается, а политика вокруг нее меняется. О том, что характер войны уже изменился, и это связано с замедлением российского наступления, пишет также издание The Telegraph. Авторы материала при этом также отмечают, что Россия укрепляет свои позиции благодаря резким заявлениям Трампа в адрес Зеленского. Закончить конфликт на этой неделе. Мир обсуждает заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она заявила, что Трамп уверен в готовности России заключить сделку о завершении войны, и над этим работает вся администрация республиканца. Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы закончить конфликт. И президент уверен, что мы можем это сделать на этой неделе. В украинском офисе президента, кстати, вновь подтвердили информацию СМИ о том, что идет работа над согласованием деталей сделки между США и Украиной о полезных ископаемых. Договор тщательно обсуждается на разных уровнях с помощью рабочих команд. Трамп тем временем продолжает говорить о том, что Вашингтон должен вернуть свои деньги, а потому Киев должен подписать соглашение. И, как уверяет сам Трамп, скоро соглашение будет достигнуто.
Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным. Мы пытаемся вернуть деньги, которые были ими получены, или обеспечить их сохранность, потому что, как вы знаете, Европа выделила $100 миллиардов, Соединенные Штаты выделили $350 миллиардов, потому что у нас был глупый, некомпетентный президент, но дела еще хуже. Европа предоставила это в виде кредита, и они получают свои деньги обратно. Мы предоставили это в безвозмездной форме. Итак, я хочу, чтобы они нам дали что-нибудь на все те деньги, которые мы вложили. «Голос Америки» утверждает, цифры не сходятся, Трамп их завышает. По данным Пентагона и межведомственной наблюдательной группы, на самом деле было выделено всего около $183 миллиардов. Из них $65,9 миллиарда уже ушло на военную помощь Украине, и еще $3,9 миллиарда ждут своего часа. А тут еще и выясняется, что из общей суммы помощи $58 миллиардов потрачено прямо в США. То есть, по данным издания, Трамп кричит о гигантских вложениях, а на деле половина средств еще даже не использована. Bloomberg тем временем пишет о том, что Украина отказалась от требования США создать фонд в размере $500 миллиардов, который должен был бы стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли во владении полезными ископаемыми. Об условиях завершения войны с Трампом поговорил даже польский президент Дуда, который в эти дни находится в Америке, уверяет, что Трамп раскрыл свой план. Что касается Украины, я также провел 1-на-1 разговор с президентом, где он коротко рассказал мне о своем плане действий. Он сказал, что должен возглавить переговоры и другого выхода нет. Это единственный способ завершить войну, но, на мой взгляд, это также означает укрепление Украины, а также укрепление американского присутствия в Украине. Возможно, речь идет не о военном присутствии, потому что президент Дональд Трамп об этом не говорил, но он говорил об экономических связях, которые он хочет укрепить с Украиной. Он сказал, что хочет тесного сотрудничества и что он, безусловно, будет это обсуждать с Владимиром Зеленским. Каков же план Трампа на самом деле, как считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Путин с бокалом игристого в руках заявил, что это Богу было угодно воевать против Украины. Кроме того, так сложилась судьба, уверяет человек, который подозревается Международным уголовным судом в совершении военных преступлений. Мы сражаемся за Родину и сделаем все, я знаю, что вы, те, кто рядом с вами, мы все сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно. Путин пожал руку убийцы, на котором кровь украинского солдата. В частности, он наградил Андрея Григорьева звездой героя. Это якут, который в рукопашном бою зарезал украинского защитника Дмитрия Масловского. Кадры их боя, который произошел в Донецкой области, активно обсуждали в начале 2025 года. Полную версию видео можно найти в нашем телеграм-канале Нехта Лайв. Путин также заявил, что стратегическим курсом РФ является укрепление и развитие армии. Он собирается улучшать боевые возможности еще и флота. Как вам такие поздравления и заявления? Оцените в комментариях под видео. Лукашенко считает, что его армия способна ответить на любые вызовы времени. Об этом говорится в заявлении непризнанного политика, которое он сделал 23 февраля. В Беларуси в этот день также отмечают День защитников Отечества и вооруженных сил республики. Лукашенко считает, что его армия высокотехнологичная, компактная и мобильная, а также надежный щит, который является гарантом мира. По данным Британского международного института стратегических исследований, в 2022 году у Лукашенко было 48 тысяч военнослужащих. Вместе с гражданскими должностями, медики, водители, работники кухни, размер вооруженных сил Беларуси действительно может достигать 70-75 тысяч человек. Мониторинговые каналы отмечают, что с того времени не фиксировали значительного увеличения сил армии. К тому же многие военные аналитики, как украинские, так и западные, считают, что те силы, которыми располагает Лукашенко, не готовы воевать. Взять в руки оружие могут или же захотят лишь около 5000 военных Беларуси, сообщала BBC со ссылкой на свои источники. А вот что для Лукашенко является его личным надежным щитом? Где прячет свои деньги? Об этом не только смотрите в новом выпуске программы «Пробел». Ссылка в описании, либо же на канале Нехта.
В римской клинике борются за жизнь Папы Римского. Его состояние критическое. Ватикан сообщает, что после затяжного астмоподобного респираторного кризиса его состояние ухудшилось, и теперь можно говорить исключительно о критическом уровне здоровья 88-летнего понтифика. Врачи были вынуждены провести переливание крови из-за серьезной анемии и низкого уровня тромбоцитов. Несмотря на то, что Папа Римский находится в сознании и даже провел день в кресле, его состояние стало хуже, чем было ранее. Напомню, что с 14 февраля он находится в римской больнице Агостино Джемелли, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию после бронхита и полимикробной инфекции дыхательных путей. Медики уверяют, что смертельная угроза отсутствует, однако полностью исключать опасность для жизни Франциска нельзя. Папа уже длительное время страдает от усталости и частых легочных инфекций, обостренных удалением части легкого в молодости и перенесенным плевритом. Из-за своего тяжелого состояния понтифик пропустил уже несколько воскресных проповедей. Масштабные похороны террориста прошли в Ливане. Бейрут прощался с ликвидированным Израилем лидером Хезболлы Хасаном Насраллой. 32 из своих 64 лет жизни он возглавлял Хезболлу, одну из самых крупнейших террористических организаций в мире, а также самую влиятельную политическую силу в Ливане. Кроме того, в последний путь отправили и Хашему Сафиеддину. Он успел поруководить Хезболлой всего неделю после ликвидации Насраллы. И в итоге тоже был уничтожен израильскими силами. На улице Бейрута вышли тысячи людей. Церемония прощания с лидерами Хезболлы проходила на самой большой спортивной арене Ливана – стадионе Камил Шамун Спорт-Сити. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.